Сколько раз, чем и за чей счет кормить учеников? Вопрос о школьном питании вновь на повестке дня республиканского руководства. По последним данным, горячими завтраками и обедами сейчас обеспечены лишь 60% учащихся младших классов. Перебои с питанием начались после того, как свернули профильную госпрограмму. Обязанности по поставке продуктов переложили с Министерства образования на местные администрации, а соответственно с республиканского бюджета на муниципальные. Районы с поставленной задачей справляются по-разному. Успешно работа ведется в Алагирском, Ордунском, Кировском, Моздокском и пригородном районах. И не смогли осуществить, привлечь такое очень модное понятие, как реализовать такое модное понятие, как аутсорсинг. То есть они привлекли бизнес, какие-то возможности не государственные, не муниципальные к организации школьного питания. Овощные культуры в школу поставляются бесплатно, плюс к этому там кто-то из предпринимателей берет на себя обязательства там, по выпечке хлебобулочных изделий. То есть достаточно оправданно муниципалитеты решают эту проблему. Одним из флагманов в организации школьного питания называют пригородный район. Специалисты местного управления образования выделяют Октябрьскую школу номер 2. В начальных классах здесь учатся 128 детей, охват 100%. Каждый из них в школе и завтракает, и обедает. По закону дети могут рассчитывать на двухразовое горячее питание. Список продуктов и меню составляют местные специалисты. Однако он обязательно должен быть одобрен республиканским Роспотребнадзором. Ничего жирного, тяжелого и жареного. Исключаются и некоторые кисломолочные продукты. Сегодня здесь, например, на обед плов с говядиной. Никто из родителей за питание детей не платит. Все продукты поставляются за счет администрации. К слову, в некоторых школах собирать деньги все-таки приходится. И это не противоречит закону. Есть лишь одно условие – сумма не должна превышать 71 рубля. Нам питание поставляет поставщик, финансирует нас администрация местного самоуправления. У нас перебоев с поставкой продуктов не бывает, поэтому мы стараемся готовить вовремя, чтобы все было свежее, чтобы дети были довольны. И к нам претензий со стороны родителей пока что не поступало. Стараемся разнообразить. У нас всегда бывает и в течение недели и мясо, и рыба, и курятина, и яйцо, и молочное. То есть стараемся разнообразить, чтобы получать соответствующую калорийность питания. Продукты питания здесь ежедневно проходят проверку. Пробы хранятся в течение 2 суток. Все держится в идеальной чистоте. Каждый понимает, когда дело касается здоровья детей, никто не может позволить себе работать спустя рукава. Однако не везде все так хорошо. Хуже всего дела обстоят в Иравском и Дегорском районах. Несмотря на то, что учеников здесь меньше, местные администрации вообще не выделили деньги на школьное питание. Все потому, что финансово-экономическое положение здесь и так аховое. А вот в Правобережном районе и Владикавказе мэрии выделяют определенные суммы, однако их не хватает на всех детей. В столице, например, питанием обеспечены лишь 2/3 школьников. Причем акцент делают на детях из малообеспеченных семей. Только их кормят бесплатно. В рамках муниципальной целевой программы «Школьное питание» дети из малообеспеченных семей с очень доступной прозрачной схемой представления документов имеют возможность получать горячие обеды. В настоящий момент та часть школьников, которая не питается бесплатно за счет средств государства, питается за собственные средства. На сегодняшний день, если провести анализ количественный, то в школах города Владикавказа на сегодняшний день питаются двухразовым питанием, которое включает в себя бесплатный вариант и, соответственно, за наличные деньги порядка 85%. Фактически умелое администрирование даже при небольших средствах может решить вопрос. Проблема в другом. Далеко не все муниципалитеты в состоянии понять, как им нужно работать. И здесь встает вопрос об их профпригодности. Мы, конечно, уже будем настаивать на том, чтобы те ответственные лица, которые не справляются на местах, они были обозначены и был поставлен вопрос о их профнепригодности, потому что это не единственная проблема, с которой они не справляются, как показывает такой проведенный анализ. Свою роль играют и мошеннические схемы. О том, как нерадивые чиновники и работники школ растрачивают деньги, наслышаны все. Где цены на продукты в документах завысят, где купят меньше, чем было нужно. Таких манипуляций сейчас меньше, да и контроль за покупками стал жестче. Кроме того, уже сейчас к работе привлекаются медики. В республике растет количество детей, страдающих холециститом и гастритом. Это еще раз доказывает, что проблема не выдуманная и решать ее надо сообща. Не просто ждать, когда в очередной раз республика выделит субсидии, а пытаться делать деньги самим, ориентируясь на опыт в соседних районах. Ведь они как-то справляются.
При любом раскладе отвертеться от этих обязательств администрациям не удастся. Обязательное школьное питание уже стало одним из пунктов национальной стратегии в интересах детей. Яна Гагиева, Евгений Маркин, Асамас Шипшев, Тимур Мазаев, Осетия ТВ.